достlar. Hadi bir kişiye giremeye bir kişi gelir ayda senin Farid'e orka hazırsa bilen bu 1 aprel o'tdi. Meni şanam. Bugün biz iştirimiz şoyanroq ham qiziqroq mazaklar. Abor shunga biz boshlaymiz bizning birinchi Sibir Tatar KVN festivali. Командаларni sahnaga chaqirib chiqaramiz. Уважаемые команды, приглашаю вас на сцену. Festival kubok uchun bugun yarışalar. Komanda Kulki Do'stlar, Novosibirsk. Команда Org Komitet, Novosibirsk shahri. Команда Шикарные ребята, Томск shahri. Команда Нежные барсы, Барнаул shahri. Qadrli do'stlar, ruxsat etam sizga taqdim etilgan konkurs so'yalarim. Daniya Haybulina, pianistka, laureat международных конкурсов. Юлия Гореева, участница команды КВН МГУ «Я обиделась». Сергей Стахеев, профессиональный спортсмен, чемпион Евразии и призер кубков мира по пауэрлифтингу и жиму лежа. Артем Роговский, пресс-секретарь мэра города Новосибирска. И председатель нашего жюри, прилетевший к нам прямиком из Казани, Рамиль Агдеев, руководитель республиканской татарской лиги КВН. Мы желаем нашим участникам ни пуха, ни пера. Ну а пока наши команды будут готовиться, немного о формате нашего конкурса. Он будет проходить в 3 этапа. Этап первый – это приветствие. Затем классическая разминка. И последний этап – это музыкальное домашнее задание. За время приветствия зрители могут написать свои вопросы и передать их в жюри. А уже во время разминки жюри будет задавать либо свои вопросы, либо те вопросы из зала, которые им понравились. Ну а наши участники будут, естественно, их отвечать. И чем оригинальнее они будут отвечать, тем больше баллов они заработают. И я приглашаю на эту сцену первую команду «Шикарные ребята». Коршалов! Здравствуй, Новосибирск! У меня для вас хорошая новость. Мы не готовы. Они, оказывается, готовы. Ребята, давайте. Итак, нам нужны шутки. Давайте все вместе напряжем. Мышцы? Да какие мышцы? Братву? Да при чем тут братву? Воздух? Как его вообще можно напрячь? Хочешь покажу? Господи, нам нужно показать. Тело? Какое тело? Какое? 5 туш и 1 доска. Ребята, мы приехали в Новосибирск на КВН. Нам нужны шутки. Нам нужно показать взрывоопасное что-то. Шутки давайте показывать. У меня есть шутка. Ух ты, Постоим за страну. Девиз сборной России. очень смешно. Итак, новости из Томска. А теперь о главном. В Украине все плохо.
Немного о погоде. Сегодня воздух прогреется до 35-40 градусов мороза. Ожидаются перебои с подачей горячей воды. Перебьются Кировский, Советский, но и другие районы города. А теперь спортивные новости. Прямое включение из матча Томи-Рубин. Счет в матче 5-0. Идет 3-я минута матча. Вот и мячи не расстраиваются. Рекламная пауза. А спонсор нашего показа Марат Борисович. Марат Борисович, можно было и больше. Денег дать. На нашу поездку. Ребята, я от вас, честно, ожидал большего. Давайте, жгите. Еще раз. Я вам подмигнул. Если кто не видит. Как обычно, придется вывозить все самому. Алло? Это секс по телефону? Да, А чё так шепотом? я на паре. Наш Томск – это город студенческий. В нем больше студентов, чем самих жителей. Даже у собак есть дипломы, потому что они служат с полицией. Девушка, девушка, вы же студентка, правда? Я нормальный человек. Странно. В то время в университете перед экзаменом. Студенты все сюда. Я не готов! Помогите! Да успокойся ты. Я даже книгу не открывал, я ничего не знаю! Спокойно сдашь. Какой сдашь? Я принимаю! Ребята, сейчас будет экзамен. Я пошел сдавать его. Он сдаст? Как думаете, сдаст? Нет? Да сдаст. Слушай, а что быстро принимает? Как там? Как? Как в церкви. Как? Он мне вопрос. Я крещусь. Я ему отвечаю. Он крестится. И такое бывает у нас. Телефон. У кого Давайте, телефон? ребята. Сяма, сын Софии! Как доехал? Ушатхулар манда? Да, поел. Бля, Мату. Девушка таптың манда? И Аби. Кара-кара, красивый кыз сидит. Здесь много красивых девушек сидит. Бірінші, первый ряд талта. Эй, Аби уже не... Ошибка. Салям, Масляков, как Гусман, блядь. Так здесь их нету. Ты был КВН булмый-то? Как не КВН? Это же наш сибирский КВН. Ну, яры, унярас. Поехали. Ребята, играем в КВН! Ура! Сахнада. Нежные барсы. Город Барнаул.
Ты все напутал! Да я-то тут при чем? Ладно, импровизируем. Привет, Новосибирск! Мы команда Снежные барсы! Так, что случилось? Кто опять все напутал? Я-то тут при чем? Опять! Ладно, мы команда Нежные барсы. Что ж, давайте знакомиться с самой татарской командой КВН на этом фестивале. Я капитан команды Зинатуллин Артем. Это Тимур Сиражеев. Привет! Ильясова Карина. Привет! Резванов Ренат. Эй! Маковеев Наи. И Павленко Анастасия. Здрасте. Вам не кажется, что в нашей команде засланный казачок? Подумаешь, а сами-то чистокровный татарин Артем Константинович. Ну да. Татарлар, Эминкен, минде татар кызы. Ну ладно, теперь можем начинать. В эфире специальный выпуск «Бредовости». В студии Артем Зинатуллин и... Спасибо. В татарском центре Барнаула вчера прошел День дурака. Активисты центра с размахом отметили свой профессиональный праздник. Новости науки. Барнаульские ученые из научного городка прогнозируют в ближайшее время появление асфальта на улицах города. Барнаул не отстает и в сфере развития нанотехнологий. Недавно на улицах появилось освещение, а скоро будет проложен водопровод. Криминальные новости. На улицах Барнаула пропадают люди. Наш репортаж ведет скрытую съемку с места событий. Смотрим. Давайте посмотрим. Свежая новость. Программа «Жди меня» разыскала всех пропавших людей в Барнауле. Оказалось, они просто пили чай в татарском центре. Новости и культуры. Фатхата-патха. Да блин, что это такое? Простите, кто-то опять не поменял раскладку на клавиатуре? Я-то тут при чем? Одни я. 5. Срочная новость. Неизвестная барнаульская рок-группа бесследно пропала во время первого турне. После этого Министерство культуры Алтайского края заявило о повышении уровня культуры в регионе на 98%. Поблагодарим участников. Привет, новости! В нашем центре есть много талантливых людей, а есть Настя, которую за глаза мы называем ежовые рукавицы. Карин, привет. Ой, привет! Тебе не кажется, что слишком много горошка на этой сцене? Ой. Давай, иди. Готовься к сабантую, мало времени осталось.
Артем! А ты куда побежал? Я надеюсь, грант писать, да? Конечно. Угу. Остальные где? Так они к КВНу готовятся. Хорошо. Ребят, привет. Наиль, ты что, все танцы выучил? Тимур, Ренат, вы что, ремонт наделали в центре? Ребята, я вообще-то с вами говорю. Настя? Ашака Настя? Не Настя, а Анастасия Николаевна. Вы шутки подготовили? Шутки у вас есть? Пар. Мы даже подкачали, чтоб шутки плоскими не были. Ну так показывайте. Татары очень патриотичный народ. Мы даже оделись в цвета триколора. Ребят, мы же вот так хотели. Ты опять все напутал. Снова я. Наиль Багавиев – самый душевный человек в нашей команде. Ребятушки мои. Дусларчики. Ой. Настя? Здравствуй. Татары – самый спортивный и азартный народ. Только сильнейший участвует в борьбе кряж. Кильманда! Секирь-башка! Берликеш! 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 Татарин попал в сказочный лес. Соском? Двое из ларца? И вы что, все за меня делать будете? А я? Да. Так, ребятки, вот повестка из военкомата. Счастливой службы! Берликеш! Берликеш! Там же год спустя. Спокойно, ребята, спокойно. Новое задание. У меня есть чертеж современного, качественного российского автомобиля. Вы же сделаете? Мы, конечно, волшебники. Ну, это даже нам не под силу. Каждый, кто хоть раз общался с Наилем в социальных сетях, мечтал сделать это. Ребятулечки мои, дусларчики мои, матурчики мои, это я вам шлю пламенное сердце свое. Вот его. За что? Я ведь от чистого сердца. Я ведь пламенное сердце. И не пиши мне больше. Ну что, как тебе наши шутки? Ну, нормально. Для первого раза сойдет. В нашей жизни все бывает, КВН с тобой играет, конкурс нагревает.
Hoş oluruz. Sahnaga kulku dostlar, Novosibirsk şehrinden. Стоп, стоп, остановите эту бодрую музычку. Вообще тут ничего смешного нету, по-моему. Веселиться вообще причин нет. КВН-то уже не тот. Да вообще не то! Ае! Ой, не могу вообще. Жень, а ты что там делаешь? Да я так поржать пришел. Седлай коня, скачи к нам. Стоп, 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 стоп. Какой казах? Кто из нас казах? Мне кажется, это ты. Да-да-да, ты вчера сидел и болел за Борис. Я? А еще ты пил кумыс. Да-да, и готовил бешбармак. Да это вообще его костюм. Он говорит, главное, одевай татарский костюм, прошлая коллекция. Что ты скажешь на это, Салават? Ребят, ну это не я. Танцуем. А слушай, Зинур, а что это у тебя все руки в меде и в тесте? Потому что я готовил чак-чак. Раиль, а что это у тебя все руки в фарше и в жире? Потому что я готовил эчпэчмак. Салават, а почему у тебя все руки в кумысе? Да потому что я доил коня. Да лошадь ты доил, лошадь! А в продолжение животноводческой темы новость. Для того, чтобы стадо по ночам не редело, татарские находчивые чабаны прикрепляют баранам на ночь пятачки. А в прошлом году на чемпионате мира по шахматам наш шахматист Корякин проиграл Карлсону. Поэтому в этом году мы решили отправить татарского шахматиста Салавата Шахматуллина. Итак, встречайте, Салават Шахматуллин и Карлсон. Начинаем наш матч. Карлсон забирает ладью. Карлсон забирает ферзя. Карлсон забирает пешку. Карлсон забирает коня. Все убери, коня не трожь. Я из него козы сделаю. Татарская нация является многочисленных популярных личностей. Например, Дина Гарипова, победитель ток-шоу проекта «Голос», Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею, Ринат Досаев, серебряный призер чемпионата Европы по футболу, Салават Ситиков. Я доил коня. Да лошадь ты доил, лошадь! А недавно НАТО объявило, что КВН является секретным оружием против них. А мы представим вам секретное оружие татарского КВН. Итак, представьте, спецоперация против НАТО от татарских КВНщиков. Операция под названием «Вербовка». Под названием «Ликвидация».
Закончить наше выступление мы бы хотели небольшим видеоклипом для того, чтобы растопить лед в ваших сердцах. Я прошу выключить свет и, ребят, помочь мне отодвинуть эту ширму. Дорогие друзья, и завершает наш первый этап команда из Новосибирска «Оргкомитет». Татарский КВН видел многое. Эпичные взлеты и трагические падения. Жестокую диктатуру и чудовищные предательства. Но несмотря на это, они вернулись. Команда КВН «Оргкомитет». Денчик, ты же сказал, что опоздаешь. У тебя там какие-то дела с утра были. Как успел-то? Ну, понимаешь, встал, телефон взял, цифры набрал, машинка подъехала, на такси сюда приехал, все нормально, я здесь. Да ты же в институте трудишься, аспирантом. Откуда у тебя деньги на такси? Вот так электрон крутится, лавеха мутится. Деньги где взял? Нет, что ты мне палишь, мама не призывала. Так, все, стоп. У нас сегодня серьезное мероприятие. К нам приехали ребята с Томска, с Барнаула. Еще как их там... Блин, Сам вчера котлеты губади вкусные. А, точно, Калькютаслар. В общем, нам нельзя ударить в грязь лицом. Где Артур Марат? В смысле? Так они же после гастроли обратно в Казань все улетели. Да я про наших говорю.
Ну подумаешь, не Казань, не Гитлер, но Артур же. Ты опять чужой популярностью пользуешься? Марат где? Да, там автограф раздает. И он туда же! Да нет, он же теперь татар ЕГТ 2017. Марат, ты вообще-то не на собрание ТМК пришел. Это посерьезнее мероприятие будет. Ну, я вообще-то серьезно подготовился. Песня. Недавно выиграл. Конкурс областной хотел красивой. Жизни золотой, но не сложилось. Я потерял покой на все концерты. Таскаю за собой, недавно выиграл. Конкурс областной хотел красивой. Жизни золотой, но не сложилось. Я потерял покой на целый год. Я стал твоим врагом. Самая подмена, Медведев. На время выстрела. Да, у нас серьезное мероприятие. Что ты нас позоришь? Встань, пожалуйста. Нет, все нормально, спокойно, все нормально, все хорошо, все нормально. Войди в положение, человек просто вчера только из тюрьмы вышел. Да ну? Ильдар, ты оттуда каждые 3 дня выходишь. Ты там охранником работаешь, если что. Прости, профессиональная деформация. Когда прям, правда, соберись, журить такие люди сидят, работники культуры. Он Дания Хайбулина, пианистка, что про нашу команду вообще подумает? Да не я! Знаю, был на ее концерте, особенно когда по клавишам до, ре, ми, фа, соль. Мощно, красиво. Между прочим, наши карманники бы позавидовали. Так, все, стоп, я не могу больше это слушать, уведите его. В ТМК Алтын Йолдыз не понаслышке знают о проблеме нехватки кадров. Итак, собрание татарского молодежного клуба. Ну так, значит, нам не хватает сейчас ребят для организации определенного мероприятия. Слушайте, а где у нас редактор? Мы думали, ты знаешь, у него же обнаружили девушку. Как это? Как это произошло? Никто не знает толком, как это случилось. Он просто сходил на эти быстрые татарские свидания. Ну, это Альфия виновата все с своими свиданиями. Успокойся, Руслан, никто не виноват. Да, это произошло. Пойми, Артур, Руслан уже потерял много ребят из-за девушек. Реально людей не хватает. Просто не знаете, ребята, каково это искать людей для мероприятий. А самое страшное, что это может случиться с каждым из нас. Фонд помощи свободным татарам номер 8800 2700. Нас осталось всего 30. А как сказал известный философ современности Джейсон Стэтхэм, неважно, какой национальности жена, главное, чтобы татаркой была хорошей. Здорово, дружище. Слушай, я тут с девушкой познакомился, такая классная вообще татарочка, понимаешь? Но она только по-татарски говорит. Переведи, ты же вроде татарский знаешь. Да. Первый уровень на ТВ так-то. Классно. А вот, кстати, она идет. İsan mısınız? İsan mısınız? Hala не слышу. О чем она говорит? Говорит, халяву хочет. Ничего про тебя не слышала? А, халява, ну ты ей передай, что я там ее в кино зову и в кафе. Синмин, Тугезе, Кыстыбы Чак-Чак. Ne sen anlamam. Sen benim nasıl bir de edersin ha? Sen benim. Açık
Че она тогда нервничает-то? Ну ты же знаешь эту горячую татарскую кровь. Тогда слушай, передай ей, что ее глаза глубокие, как океан, а волосы струящиеся, как река. Ну давай, переводи. Симин. Твои эчпочмаклар бигняши. Идем. Что происходит? Что это значит? Это значит, что ты ей понравился. Дорогая, дорогая! А мораль всей басни такова: татарский нужен нам всегда. Сания, ну что за пафос? Тут кто-то сказал слово «пафос». И даже забрали, замутили КВМ. Мы на сцене выступаем, для вас песни исполняем, смело шутки воплощаем, трудно видео снимаем, думно строчки забиваем, где же там уже пример. Шоу по-татарски, шикуй по-татарски. Шоу по-татарски, музыка и пляски, гость жюри татарский. Что же нам Начинаем говорить. Компания для производителей вошла в команда оргкомитет. Дорогие друзья, вот и закончился наш первый этап приветствия. Я приглашаю все команды на сцену. Поклонницы появились в нашей команде. Дорогой жюри, вы готовы объявить оценки за первый этап приветствия? Да. Отлично. Тогда команда «Шикарные ребята». Пять, 4, 3, 5, 4. Следующие наши участники — команда «Нежные барсы». 5, 4, 5, 4, 4. Следующая команда у нас — «Кылгыдуслар». 5, 4. И последняя выступающая наша команда — оргкомитет. Пиш, 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 пиш. Просто когда уже лидеры определяются. А сейчас я попрошу огласить средний балл за этап приветствия. Ну, пока минда есть небольшая секундочка, минда цельга подогрена объявление Лариса Куян. Детская студия татарского искусства приглашает на занятия детей от 4 до 14 лет. Занятия проводятся каждое воскресенье в 11:00 по адресу город Новосибирск, Восход 1.
Татарский молодежный клуб «Алтын Йылдыз» проводит собрание по средам в 18:00 по адресу Восход 1. Там какие-то сложные математические расчеты идут. Секретарь запарился, честно. Что-то ладно так. Переигрывает, похоже. Улила. Мы нам не гуляем, если нам курмите, там она происходит, да. Раз. У нас тут немного запутались в оценках. Может, еще раз переставить? Еще раз? Полностью все? Olur, конечно, мы нашли команду, что команда выступает, может, как-то передумал, да, пичку, гадочку, дурку, как-то поднимут разгоня. Пока улил, Армин еще объявление сапьясызга. Не, мы все, мы готовы. Уже готовы? К разминке. Я. Средний балл надо, мы доказали. Так, юг? Средний балл Хадер надо бегать. Ну, яры. Раз такое дело. Вот. Мы в таком случае переходим в второй этапка разминка. Цецбеля минет кайрымсызга, что бумажка даёзып, кагазга язып, и журига, узагызны кайрымсызга, и бардыгызмы? Есть, ребята, у нас здесь достаточно много. Что уже много, да? Да, мы готовы. Готовы, отлично. В таком случае начинаем игрище. Это разминка. Суть в чем? Значит, задается вопрос команде. Команда в течение 30 минут размышляет, думает и отвечает. Вот. Минут именно. Там все. Сагат. Ел. Ну Ярый, пошли вас. Итак, предыдущая команда, значит, пусть будут шикарные ребята также по... Не, Мунда Лайтукуль здесь не так. Здесь мы задаем вопросы, а они каждый предлагает свои варианты. Они КВН Кораны, меня Мунда заставили. Давай, человек ведущий был. В общем, правила такие. Мы задаем вопросы, а вы каждый придумаете ответ в течение 30 секунд. Выходите к микрофону и по очереди отвечаете. Итак, первый вопрос. Береща Сурау. Береща Нисянаса, здравствуйте. Прямо позамна кидем. Вот там хоккейный клуб Акбарс, такой татарский хоккейный клуб Акбарс. Когда между собой играют Сибирь и Акбарс, вы за кого болеете? Зрители, кстати, тоже могут отвечать на эти вопросы. Кто хоккей любит? Поднимите руки, пожалуйста. Отлично. А кто болеет за Акбарс? Есть такие? Так, Синаз время. Когда играют Акбарс и Сибирь, ты за кого болеешь? А чьих фанатов больше, за тех и болею. Настоящий татарин. Денис. Я из оргкомитета, если что. По оценкам это видно. Вообще, повтори вопрос. Да, когда играют Сибирь и Акбарс, вы за кого болеете? Не, смотря где играет, понимаете, ситуация такая. Играет у нас в Новосибирске, болеем за Сибирь. Играет в Казани, за Акбарс. А вообще я сам с Устилима, поэтому болею за Устилимский лесохимик. Еще один ответ от оргкомитета. Когда играют Сибирь и Акбарс, вы за кого болеете? Ой, болею, Рамиль, болею. Так, это у нас Томск. Фуат. Когда играют Сибирь и Акбарс, вы за кого болеете?
У нас крепкое здоровье, мы никогда не болеем. Барнаул. Вы за кого болеете, когда играют Сибирь и Акбарс? У нас в Барнауле вообще хоккей с мячом. Барнаульский коммунальщик в этой лиге не играет. Когда между собой играют Акбарс и Сибирь, вы за кого болеете? Сен дұрыс айтмайсың, Акбарс түгіл, Борис! Борис! Когда играют между собой Сибирь и Акбарс, за кого болеете? А какой ответ правильный будет? Любой. Смешной. Ответили? Да. Вы первый раз смешно ответили. Спасибо. Так, ну все, двигаемся дальше. Следующий вопрос от Дания. Вопрос из зала. Что будет, если сделать козы из баранины? Что будет, если сделать козы из баранины? Меня зовут Денис, я из оргкомитета. Я думаю, конь обрадуется. Что будет, если сделать козы из баранины? Ее тогда зимой стричь придется. Оргкомитет. Что сделать, что будет, если сделать козы из баранины? Пары злых буха. Что будет, если сделать козы из баранины? У нее будет конская цена. Что будет, если сделать козы из баранины? Лошадка еще годик поживет. Что будет, если сделать козы из баранины? То же самое, что и чак-чак из варенья. Бывшие КВНщики уходят в Comedy Club, а куда уходят бывшие аншлаговцы? Бывшие КВНщики уходят в Comedy Club, а куда уходят бывшие аншлаговцы? В мир иной. Бывшие КВНщики уходят в Comedy Club, а куда уходят бывшие аншлаговцы? В запой. Нет, в долгий запой. Бывшие КВНщики уходят в Comedy Club, а куда уходят бывшие аншлаговцы? Все же помнят, откуда я, да? Мы думаем, что аншлаговцы могут уходить, например, в Госдуму, но вопрос нас очень серьезно интересует. Откуда эти аншлаговцы берутся вообще? Бывшие КВНщики уходят в Comedy Club, а куда уходят бывшие аншлаговцы? Ну вот видите, нам, например, шутки они пишут. Бывшие КВНщики уходят в Comedy Club, а куда уходят бывшие аншлаговцы? Да вот же мы. Всем здравствуйте. Вопрос такой. Что делать татарским девушкам, если все татары-гитлеры переженятся?
Еще раз, ребята, извините. Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? Быть второй женой. А еще можно третий и четвертый. Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? Выйдут на новый европейский уровень. Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? Стать башкиркой. Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? Ну как бы я свободный парень. Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? В смысле, они между собой переженятся? Но тут уже ничего не сделаешь. Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? А вы свободны? Можно еще? Что делать татарским девушкам, если все татари-гитляре переженятся? Ну, козы с баранин, что тут еще делать? Спасибо. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Но после чак-чака мед же остается на шугаринг. Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? А зачем нам это? Татары же все переженились уже. Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Вместо ботокса использую пчел. Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Липосакция слоном. Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Брови гусями, губы удочкой и пошла. Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Скажите, у вас откуда такая информация вообще? Это ж сколько гусей нужно для депиляции? Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Чулечки, матручки, я вас люблю.
Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? А я думаю, откуда в вареных гусиных головах волосы? Деревенские женщины выщипывают брови гусями. А как вы делаете себя красивее? Один шпишмак тут, другой шпишмак тут. Ну вы меня понимаете. Так, и этот крайний вопрос, Самбасрау. Продолжите песню. Миньяратам сине татарстан. Мелодию можно попозитивнее поставить. Так, продолжите песню. Миньяратам сине татарстан. А потом уеду в Казахстан. Подавите. Истинно татарская мелодия. Татар жырларында. Мен яратам сені Татарстан. Но меня зачем-то завтра отправляют в Магадан. Продолжите песню. Мен яратам сені Татарстан. Скажи сюда, не переезжай, пожалуйста, а? Ну и Барнаул. Мен яратам сені Татарстан. Сібір, Сібір, Отлично, отлично. Ну, я предлагаю на этой позитивной ноте закончить нашу разминку. Бурные аплодисменты всем команд. Уважаемые жюри, вы готовы подвести итоги разминки? Отлично. Тогда команда «Шикарные ребята». 5-4, 5-4. Команда «Нежные барсы». Дур, пищ, пищ, пищ. Команда «Только Руслан». Пищ, 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 пищ. И команда «Оргкомитет». Пищ, пищ, дур, пищ, дур. Ну вот и пришло время финального этапа. Музыкальное домашнее задание. Ну что, это человек крепкий закулисла, ага, тизгина, да, Одну минуточку. Это сохраняя шикарные ребята, Горшологас. Итак, музыкальный конкурс. Итак, музыкальный конкурс, дубль 2. Это не так. Я
хочу, нет, я хочу. Туфли Джимичу и айфон хочу. Я вижу, как они узнают тебя в этом. Прости за то, что мы раскрываем секреты. Я хочу. Нет, я хочу. Чаю, башмак и в Казань хочу. Я вижу, как они узнают себя в этом. Я знаю, что это не прошлым летом. Что нужно Барби? Это магазины, манекены. После таких подарков каждый дядя станет Кеном. Мечта татарки, каждый встретит своего джигита. Парень, шурпа и голова платком покрыта. Она крутится, романса промечена. Татарка в это время пирогащается. Что делается эта подружка? Это шептать ему на ушко. Минь пастух, синь пастух, все разнообразие ролей ух. Ребята, вы тут шутки шутите, а мне жениться надо. Дорогая, я тебя уже заждался. У нас скоро свадьба. А я жена. Мы с тобой станем мужем и женой. А я мотора. Скажи мне, а ты список гостей приготовила? Конечно. Только все приехать не смогут, Инде. Ты же знаешь, кризис. Человек... Ну тут... Ой. Это список? 100, наверное, не смогут приехать. Дай-ка я погляжу. Ну, немножко ведь, а? Это все? Ну, говорю же тебе, не все приедут, кризис. Ты свой-то список приготовил. Я-то приготовил. Вот мой список. Ну, это же не весь список. Как оно там? Да, это не весь список. Это все? Вот теперь все. Почему так мало? Почему? Как почему? Далеко же ехать. Кризис? А я. Лопата. А теперь реклама. Спонсор нашего никаха Мурат Борисович. Можно было дать и больше на никах. Ах, про глаза, мы ведь из Томска. И нас тут никто никогда не заменит. Как бы это пожалуйста, нам это не доверит. И вода за окном не помеха. Пока мы здесь, на этой сцене, улыбки ловим по твоей линии. Минуты трепетные и безмятежные. Видимо, решили, что вы хотели. Здесь нас нет, найдут проблемы. Только вы и мы в этом мире. Прежде мир, где я все с вами, сердце сжимается крепко. Сколько можно жить нам, готовы приезжать еще раз, чтобы по-новому все повторить. Между нами города, готовы приезжать навсегда. Мы согреем вас теплом и подарим там любовь. Между нами города, запомним нас навсегда. Мы подарим вам любовь и зажжем! Научимся петь на следующем КВН. Шикарные ребята! Алкошларга нажалилась. Пожалуйста, без вдохновения нежные барсы, город Барнаул. Далекой галактике. А на самом деле в обычном селе у молодого человека Рената все никак не складывалась личная жизнь. И в этом деле ему
решил помочь его Бабай. Окей, Кобол, ищу тебе невесту. This page cannot be found. Error. Sorry. Ой, Аллах. Diese Webseite ist nicht gefunden. Entschuldigung. Ой, дед, ты чё расшумелся? Всех ворон распугал. Да, внучок, я тебе жену ищу в Гугле, понимаешь? Да не надо мне Бабай искать, сам найду, не маленький. А, молодца! Вот, у тебя друзья, балбесы. Балбесы делают. Кошмар. С ума сошли. Помнишь, Бабай, мою тезку Ренату? Она ж в город уехала. Чё ты? Бещара? Не говори о ней так. Вдруг она моя будущая жена. Вот и хорошо. Я тебе сумку набрал. Ладно, Бабай, поехал я в город. Удачи. Все равно от тебя толка никакого нет. И приехал Ренат в большой город. А в каждом большом городе есть свой татарский центр. Туда наш герой и направился. О, мне туда! А в это время в центре вовсю кипела жизнь. Исан СС, Мин, Ренат. Ого! Новичок! Да еще и по-татарски полякает. Айда со мной! Куда пошли-то? Нет, не надо. Просто пойдем. Просто пойдем. Дуслар, у нас новенький. Девушка? Какая вам девушка? Я сам девушку пришел искать. Да у вас, я вижу, совсем девушек нет. Как Сейчас видишь. все объясню. Красивые девушки в стране, девушки татарочки, любим мы вас всех. Эх, Сызматурка зла, где же вас возьмет? Не идете, не поете, нас не понять. Эх, Сызматурка зла, где же нас взять? Не идете, не поете, нас не понять. Мы пришли татарский центр девушек найти. Но они хитрулечки, раз они пришли. Эх, Сызматурка зла, где же нам взять? Не идете, не поете, нам вас не понять. Эх, Егетляр, понятно все с вами. Пойду-ка я, наверное, отсюда. Стой, стой, у нас еще один вариант есть, как найти девушку. Какой? В интернете. Работаешь, что ли? Все включится. Ну и как тут? Заходи в группу татары, башкиры, Алтая. Татары и башкиры Алтая.
Оп. Дальше. Участники. Все. Ну давай вон ту посмотрим. Да нет, давай не. Да нет, давай ниже. Да, ниже давай. О, смотри, вот она. Все. Что-то она какая-то... Не говори о ней так. Вдруг она моя будущая жена. Ладно, успокойся. Смотри, какая. Добавляй, друзья. Давай. Добавили. Что-то двух добавили. О, Саля. Есть что-то? Отвечает вроде. Ты красивая. Очень. У нас-то там. Ну, Да подождите. что так долго-то? Ну, Хазар, все будет. О, спасибо. Парень есть? ну да ты вообще красава. А чё? Давай. Нет? О, отлично. Женя! Сейчас ответит. Пригласился. Давай. О, давай пообщаемся в скайпе. Давай. Можно? Давай. Сейчас она... Сейчас она... Давай, ну ты чё, ну? Все, да погодите вы. Все, скинула. Все, давай. Что, Иде, добро пожаловать в мой мир. Наконец-то. Ну его, ваш этот интернет. Мне нужна живая девушка, настоящая, а не компьютерная. О, может объявление дадим? Да вообще никак. У меня идея есть. Отличная. Какая? Алга. Ой, ну не знаю я, что с этими рейтингами делать, хоть бы кто пришел или как. Ой, вообще не говори. Денег даже не осталось. В парикмахерскую сходить, блин. Ой, парнишка. Да еще и не один, а с ребятами. Работаем. Проходи, присаживайся. Знаем мы твою проблему. Девушку ищешь, а мы тебе поможем. Какая девушка-то должна быть у тебя? О, понятно. Беда с вами. Сама все вам объясню и покажу. Представьте меня. Нет, я сама. Лауреат премии. Поженила 500 человек за полчаса. Автор книги «Как охмутать мужика». И вообще, очень хорошая женщина. Сабитова. Хорошо было, хорошо.
Да она вообще какая-то ненормальная. Не говори ей так. Вдруг она моя будущая жена? Чушь какая-то. А ты сюрприз невесте приготовил? Какой сюрприз? Что? И даже нам пожрать ничего не принес? Нет, я вообще к вам не подготовился, к вашему «давай поженимся». Ой, ну ты не расстраивайся. Была здесь у нас одна такая, тоже себе парня искала. Так мы ей помогли. Сейчас расскажем. Не найдем мы ему невесту-то. Мы тут висим. Что ж мне так в любви не везет? Это снова я! Мы с тобой не договорили! Все равно ты будешь мой! Это от меня! Молодой человек, не вы потеряли? Нет. Ренат, серьезно, ты что ли? Привет! А вы кто? Ты не узнал меня? Нет, девушка какая-то, таких пруд прудин. А нормальные? Не Нет. говори так. Вдруг именно я твоя жена. Наша сказка завершилась, но продолжится она. Ведь герои повстречались, будут вместе навсегда. Айрел Мадес, Нежные барсы, Барнаул. Хәзер сәхнәдә көлке дуслар, Новосибирск шәһәре, каршы алыгыз. А сегодняшнее музыкальное домашнее задание мы решили сделать немножечко музыкальней. И поэтому песня про трудный татарский день 8 марта для мужчин. Тяжелый бой ведет татарская дружина. Теперь ему
следующую песню для нас исполнит Салават. Спою. Выйду ночи в поле с конем, мы вдвоем по полю идем, мы с конем по полю идем, а с утра с конем кумыс принесем. Ребята, как вам, кстати, вчерашний кумыс? Понравился? Сейчас расскажем. Я вчера кумыс попил, а сегодня стуни назад обнимаюсь, как дебил. Понятно, понятно. Осенняя, полевая. Женщины здесь не танцуют, зараз биенья, и сварякетес, что зараз бызылар, биенья без бызылар, хазер бызсызлер, акалзи без бәрәңгер. Татарская гастрономическая. А два кусочка колбаски, а у тебя лежали на столе. А ты рассказывал мне сказки, что нет свинины в этой колбасе. А теперь мы представим вам знаменитую татарскую песню «Баскы Замапипя» в японском исполнении. Хаджима! Друзья, иногда складывается ощущение, что татаро-монгольская ига никуда не уходила. Об этом песня. И администрации, за мэра по ЧП ситуация. Татари — это не нация, татари — это профессия. А следующая песня о татарине, который забыл свои корни. Жил татарин и язык не знал, и по-русски говорил. Чак-чак ни разу он не ел, но на чаке водку пил. Это песня про плохого татарина. А я хотел бы спеть про хорошего. Татарская праздничная. Поздно
Поздний час, половина первого, 7:40 до Курбан. Полный стол или кунака. Слушай, хорошая песенка. Диджей, можно мне ее повторить, пожалуйста? Поздний час, половина первого, кумыс еще не пил. Взял ведро, иду к коню. Да к лошади ты идешь, к лошади! А завершить наше выступление сегодняшнее мы хотели бы песней, которая попробует еще раз растопить лед в ваших сердцах. Раз-два, раз-два. 22017. Кульгодуслав снова здесь. Снова весна, 2 апреля, собрал нас всех КВН. Сегодня будет смех и веселье, Бектур Рахмет, говорим мы все. Все впятером сбежали из дома от вредных жен и детей. Молодым командам совсем не знакомо, чувствую, дома дадут нам любви. Черные маски прямо хотели, чтобы про нас никто не узнал. На КВН мы сильно хотели, хотя нас сюда никто не звал. Завтра опять бытовуха начнется, и это наш последний шанс. Пусть нам сегодняшнюю улыбнется, иначе домой не пустят нас, что нами тает лед. Прогонять здесь никто не пойдет, только мы здесь наш игрок. И один из нас двойном. Команда Кульгодусла, здесь каждый в меру стар. Не в смысле дряхлый старик, а чисто звездный мужик, что нами тает лед. Про коня здесь никто не найдет, только мы здесь впятером. И один из нас двойном. Команда Кульгодусла, здесь каждый в меру стар. Не в смысле дряхлый старик, а чисто звездный мужик. А мы приглашаем на эту сцену всех тех, без кого мы не можем жить. Аплодисменты! Это была команда Кульгодусла. Спасибо большое, и мы обязательно вернемся. Ахмат. Кульгодусла, Новосибирск. А вы Сахалин, последний из команды, оргкомитет, Маршалова. Всем здравствуйте, меня зовут Малах Артуров, и сегодня в нашей программе «Пусть говорят НД» обсудим, что же действительно происходит в татарском молодежном клубе «Алтын Юлдыз». До нас дошли сведения, что в свободное время активисты ТМК весело проводят время, попивая чай и пританцовывая под татарскую музыку. Как же так выходит? ТМК, опора и надежда татарской нации, так безрассудно проводит время. Итак, к нам в руки попало разоблачительное видео. Смотрим на экран. Зовут тебя как? Громче. Сания. Понятно. В ТМК как попал? Я пошла по улице. Четче, громче говори, что ты мямлишь себе под нос. Я по улице шла, ребята чак-чак раздавали. Я Опять это попробовала. чак-чак пати, понятно все с тобой. Что там делаете у себя в ТМК? Мероприятием готовимся. Чай. Что ты врешь мне тут? Поете там, поди, танцуете? Не вру. Редко. Караоке там, наверное, свое вот это вот. Нет, редко пою, очень редко. Главное, кто у вас? Я не знаю, да много. Хватит врать мне, на собрании ходишь и не знаешь, что главное у вас. Как зовут главного? Я не знаю, там Руслан какой-то.
Итак, Сания, почему вы сразу не сообщили соответствующие органы о происходящем? В смысле сразу? В смысле сразу? Кама нашего главного, и пускай мне не знать о вас всего, но как сумел, допросил и расколол. А у нас в студии руководитель ТМК Алтын Йылдыз Руслан Мухамедзянов. Встречаем! Итак, Руслан, вы как руководитель клуба, как можете пояснить ситуацию? Клевета. Мы исключительно готовимся к мероприятию. А как вы сами относитесь к танцам? Все. Я никогда этим не занимался. А что вы скажете на это? Внимание на экран! Итак, у нас в студии родственник Руслана, брат троюродного отца по материнской линии Марат. Русик чистой воды не виновен. Я сейчас все расскажу. Песня. Не зная боли, не зная слез, танцевал он по неволе почти 6 часов. Не мог, конечно, он знать никак, что в тот злополучный вечер непростой ребята принесли чак-чак. Ни для кого не секрет, что совсем недавно по всей стране прокатились митинги, и у нас в студии оппозиционер татарского клуба Алишер Провальный. Здравствуйте, друзья! Хватит это терпеть! Руслан Мухамедзянов создал свою империю на Восходе. Он руководит уже больше года, и еще не был проведен ни одного татар-пати. Он вам не русик! Картинку можно? Уведите его отсюда! Даешь татар-пати, долой произвол в ТНК! Уведите его Свободу отсюда! Провальному! Монтаж, подстава. Точно. А как вы поясните исчезновение вашего активиста Рамиля Мухамадеева? Человек занят работой, но некогда ему. У нас есть другая версия. Смотрим видео. Ты точно не с ТМК? Нет, кстати, насчет ТМК. Чего ушел-то? Да понимаешь, сначала было все хорошо, мы готовились к мероприятиям. Как-то раз меня попросили станцевать. Из-за авторитета Руслана я не смог ему отказать. Что дальше? Потом был еще танец. Потом еще и еще. И еще они заставляли меня петь. Я не смог этого терпеть и ушел. Можно долго критиковать молодежный клуб, но мы все прекрасно знаем, что ТМК Алтын Йылдыз добрые и веселые ребята. Каждый вечер 6 мы спешим на восход, чтобы чаю попить и увидеть народ. Наши шутки ясны, мы хотим зажигать. И из этой игры будем все выжимать. Организм, нету табу, чтобы высмеять девиз нашей юморе миссия. Организм.
этапы сыграны. И я приглашаю на эту сцену все команды. Шикарные ребята! Город Томск. Нежные барсы, Барнаул. Кольцо-Руслан, Новосибирск. Оргкомитет, Новосибирск. Дорогие друзья, и прежде чем мы увидим оценки за последний конкурс, очень хотелось бы узнать мнение нашего жюри. Я думаю, было бы лучше сначала показать оценки, потом слова, чтобы успели подсчитать все, а потом уже общий счет. У нас председатель жюри так говорит, так и поступим. Если позволите, да. Спасибо. Да. Тогда оценку за музыкальное домашнее задание команде «Шикарные ребята». 4, 4, 4, 4. Оценки команде «Нежные барсы». 4, 5, 4, 4, 4. Кольцо-Руслан. 5, 5, 5, 5. И оценки команде Оргкомитет. 5, 5, 5, 5. Во-первых, хотелось бы сказать спасибо за возможность предоставить на очень интересное мероприятие. Я никогда на подобных не была еще. Ну, хотелось бы две команды отметить. Я боюсь, что я неправильно прочитаю, которые последние две выступали в Оргкомитет и... Да, вы молодцы, мне очень понравилось. А вторые две команды, ну, видно, что они более свежие, неопытные, но мне очень понравилось, как на разминке шикарные ребята разогнались и давали очень крутые ответы. Вы молодцы, очень классно импровизируете. Юрий Галеев. Прости, еще раз. Тоже хочется поблагодарить всех за хорошую игру. Мне все очень понравилось. Если честно, если бы можно было бы, я бы всем давал только пятерки. Но как на соревнованиях должен быть победитель. Я сегодня победителя не вывел. Я тоже выделил для себя две команды. Две новосибирские команды. И не знаю, кто из них лучше, если честно. Кольцо-Руслан и Оргкомитет. Спасибо вам. Ребята, кто приехал с Алтая, из Томска, вы тоже большие молодцы. Когда я был руководителем татарского молодежного клуба «Алтын Йылдыз», у нас даже не было такого направления, как татарский КВН. Вы развиваетесь, вы молодцы. Очень приятно просто смотреть на вас. Спасибо. Добрый день еще раз, уважаемые ценители и любители юмора. Когда я ехал сюда сегодня с работы, мой непосредственный начальник, мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Лукань, сказал, а что у нас есть сибирско-татарский фестиваль КВН? И я ему сказал, что да, есть у нас и такие формы проявления юмора, проявления своих умений. Сказать, что я поражен, но ничего не сказать, действительно замечательное выступление. Вы подарили кучу позитивных эмоций, мощный заряд позитивных эмоций на предстоящую рабочую неделю. И в нашу эпоху бесконечных кризисов, каких-то войн, очень важно не только сохранять в себе позитивное чувство юмора, но и делиться с остальными. Что вам сегодня удалось? Спасибо всем большое. Спасибо. Позитив очень. Я очень счастлива, что у меня есть такая возможность сегодня принять участие как член жюри. Я получила массу удовольствия именно позитивного. Вы все замечательные команды, очень хорошо подготовились.
Я тоже выделила для себя, конечно, 2 новосибирские команды, Калькадусвар и Оргкомитет. Очень здорово. А также, кто к нам приехал, приезжайте к нам еще. Надеюсь, мы будем развиваться и становиться только лучше. Доктор Исабасес Дуслар, здравствуйте всем. Замечательный КВН, Сибирско-татарский фестиваль. Давайте поаплодируем всем КВНщикам. Браво! Вот ожидание и реальность есть такое, да, понятие. Нас, вот, если честно, реальность круче моих ожиданий, потому что действительно вы, многие, только начинаете в КВН, то есть вы больше организаторы, ученые, преподаватели, у каждого свое, да. Это вот только Юлия, там, я давно уже в КВН играю, но тем не менее видно перспектива, то есть вот конкретно город Новосибирск. У меня такое ощущение, что каждый житель города Новосибирск, он чуть-чуть КВНщик, потому что команда НГУ, команда Степнико, экскурсия по городу, сердце Сибири, я обиделась, сколько брендов уже играло в телевизионных лигах Амика, и вот появилось еще 2 бренда, это Калькадусвар, Оргкомитет, бурные аплодисменты. Да, то есть действительно очень интеллектуально, то есть очень такая прям интеллектуальная сила у вас есть, и вот прям сразу с одного хода пишете супер крутые шутки, прям браво, молодцы. Ну и конечно же и Томск тоже КВНовский город, шикарные ребята, в вас заложен огромный потенциал, я уверен, что на следующий фестиваль мы уже увидим совершенно другую команду, которая, ну, покажет класс и покажет этим Калькадусварам всяким, на что они способны. Поаплодируем Томску. Спасибо большое. Команда Барнаул, ребята, классно, прям разминка, мне ваша очень сильно понравилась, прям такие точные ответы, сразу видно, что шутить вы умеете, и в КВН, если будете дальше в этом развиваться, то, я думаю, для каждой команды, которая стоит на сцене, дорога, дверь в высшую татарскую лигу, которая находится в городе Казани, откроется 100%. Ну, и пользуясь случаем, приглашаю в октябре на, ну, такой сочинский фестиваль среди амиковских команд. Есть сочинский фестиваль, а наш сочинский фестиваль проходит в Казани в октябре месяце, во второй половине. Приезжайте, мы будем вам рады, будем шутки ваши переводить. И я думаю, у вас огромный шанс попасть вот именно в Югар-лигова, высшую лигу татарского КВН. Спасибо. Бекзур Ахмед, Новосибирск, Сибирь. Дорогие друзья, отборные аплодисменты. Победитель первого Сибирского татарского фестиваля КВН достается команде Калькадусвар.